уважаемые гости и господа, мы рады приветствовать вас на нашем торжестве. Предлагаем вашему вниманию творческий отчет Музея истории современного Казанища, записанный в проектной студии «Байтерек». Созданный Айнудином Гаджи Султановым. Мы находимся в историческом здании первого в Дагестане национального театра, история которого тесно связана с творчеством патриарха дагестанского национального искусства и литературы Тимирбулата Бейбулатова, выходца из села Нижнее Казанище. Само здание было построено на средства общественности города Темирхан-Шуры и мецената Хизри Гаджиева. Первый спектакль Кумыкского национального театра тоже прошел в этом здании. Здесь же в 1920 году Сталиным была объявлена автономия Дагестана. Выдающийся поэт, публицист, переводчик, театральный деятель, фольклорист и композитор Тимирбулат Бейбулатов внес весомый вклад в развитие художественной литературы, в создании новых для Дагестана форм художественной культуры, театра, профессиональной музыки и хореографии. Он начал свою театральную деятельность в Темирхан-Шуре в 1910 году в драматическом кружке, в который кроме Бейбулатова входили другие нижнеказанищенцы – Алхасов Гаджи, Мухтар и Мирза Тимирхановы и другие. После февральской революции 1917 года Бейбулатов организовал в городе Темирхан-Шура театральное и литературное общество дагестанских мусульман. В работу общества были вовлечены и аварцы, и даргинцы, лакцы, азербайджанцы и другие жители города. В этот период были поставлены пьесы, переведенные из других языков, а также произведения самого Бейбулатова. В 1922 году Бейбулатов был назначен директором Дома Красного Горца, который стал кузницей актерских кадров для молодой Дагестанской республики. Когда в 1925 году руководство республики создает театральную студию с целью воспитания профессиональных кадров национального театра, был приглашен для этой работы Тимирбулат Бейбулатов, известный своей беззаветной любовью к искусству и Дагестану. Нижнее Казанище в прошлом – один из державных поселений в Дагестане, с богатейшей историей, материальной и духовной культурой. Но не было в селе музея, в котором можно было бы собрать этот богатейший материал и на его основе вести работу по воспитанию подрастающего поколения любви к Отечеству. Слава Богу, нашелся энтузиаст и патриот Али Мустафаев. В результате его неутомимой, организационной, творческой, поисковой и оформительской работы, без всякой материальной и моральной поддержки со стороны, в течение 5 лет им был создан музей истории села Нижнее Казанище и бескорыстно подарен по договору дарения от 20 июля 2004 года Министерству культуры Республики Дагестан. В 2005 году по собственной инициативе в торжественной обстановке в присутствии руководителей республиканского и районного масштаба был открыт музей. Он насыщен огромным количеством исторических фактов, раскрывающих историю социально-экономического развития не только села, но и района. Кроме того, в Нижнем Казанище с 2000 года параллельно с созданием музея им же проводится работа среди молодежи и учащихся села по патриотическому воспитанию. В том числе создан Совет интеллигенции села. Учреждена информационная газета Совета «Казанышны Тыныши» с выходом очередного номера раз в 2 месяца. Проведены встречи с учеными, поэтами, мастерами сцены, уроженцев села, учащихся школы и молодежи. 31 октября 2001 года во Дворце культуры проведена научно-практическая конференция, посвященная 100-летнему юбилею автора советского букваря в Дагестане
заслуженному учителю Республики Дагестан Хангишиеву Магомеду Гаджиевичу и 60-летию его сына, доктора филологических наук, профессора Джангиши Магомедовича, который имеет определенные заслуги в грамматике родного языка. На данной конференции приняли участие ветераны образования Хасавюртовского, Карабудахкенского, Мурского районов. 20 сентября 2003 года в газете «Буйнакские известия» было опубликовано его обращение к администрации и сельскому собранию, где он предлагает работу по улучшению облика села в пропаганде народных традиций и так далее. 26 апреля 2002 года после пятничного намаза в селении Нижнее Казанище проведено собрание жителей села и представлен проект разработанного им плана о подготовке к проведению 130-летнего юбилея Абусубьяна Акаева, который был одобрен. План мероприятий был опубликован в газете «Казанышны-Тыныши» и «Буйнакские известия». Оргкомитетом была проведена большая работа по его реализации. Председателем правительства республики Шахсаидом Хизри Исаевичем утверждена смета на сумму 600 тысяч рублей. Однако местные чиновники заволокитили указания правительства РД о выделении этих денежных средств. Документы оргкомитета хранятся в делопроизводстве музея. Для закладки временной каменной глыбы, где в последующем намечается установка обелиска, вдоль дороги Казанище-Буйнакск, на участке Орта-Копюр, где жители нашего села в 1929 году последний раз прощались с конвоированным ученым Абусубьяном Акаевым. В результате стараний Мусаева и официального обращения 27 июля 2005 года к главе сельской администрации была привезена из карьера Аркас мраморная глыба, отдана и отгружена у Хан-Копюра по распоряжению главы сельской администрации. Впоследствии на стене бывшей доски показателей молочно-товарной фермы установлена мраморная доска с соответствующей надписью. Последняя была сорвана Ильмутином, настояли и принесли в музей. Обеспокоенный изучением родного языка в школах, по его инициативе в сентябре 2001 года было проведено объединенное заседание Совета интеллигенции и старейшин с приглашением и участием в нем профессора ДГУ Хангишиева и научного сотрудника РАН Аразаева. В результате было принято решение просить Хангишиева провести проверку в школах села качества изучения родного языка. К работе Хангишиев приступил не мешкая, но завершить работу не смог из-за болезни. В сентябре 2001 года на заседании Совета интеллигенции было рассмотрено предложение Мустафаева о благоустройстве территории нового кладбища в микрорайоне Чоргалар, которое было доведено до руководства сельской администрации села Нижнее Казанище в ноябре 2001 года и духовенства. По его инициативе 16 февраля 2003 года создан Совет микрорайона Тибен-Аул, откуда он сам родом, в котором была проделана следующая работа. По возврату пастбищ для выпаса скота составлен проект по благоустройству целебного источника Атаган-Суф, подготовлен проект ремонта водяной мельницы и приступили к ремонтным работам. По его инициативе 16 февраля 2003 года создан Совет микрорайона Тибен-Аул, откуда он сам родом, в котором была проделана следующая работа. По возврату пастбищ для выпаса скота составлен проект по благоустройству целебного источника Ятаган-Суф, подготовлен проект ремонта водяной мельницы и начаты ремонтные работы. Чувствуется его озабоченность по улучшению и поддержанию условий и деятельности широких слоев сельчан, о чем свидетельствуют рекомендации от 29 декабря 2004 года и проведенное объединенное заседание 14 января 2005 года по вопросу оказания помощи сельской администрации по обеспечению соблюдения принципов социальной справедливости и защищенности населения, которые 17 февраля 2005 года были доведены до руководства села.
С октября 2003 по 2013 год содержал подсобного рабочего музея Далиеву Гихели и выплачивал ежемесячно зарплату из своей пенсии. По сей день продолжает выплачивать Тотуханым. 15 ноября 2005 года было его обращение к главе райадминистрации с предложением, начиная с этого года, ввести в традицию проведение первого урока истории в 5 классах в музее. Такая инициатива была поддержана. Теперь первый урок истории проводится ежегодно в особой музейной обстановке. 24 апреля 2004 года на территории школы номер 2 проведен 100-летний юбилей образования светской школы на селе под лозунгом «Знание – сила» с участием коллективов всех сельских школ. На фасаде здания школы номер 2 установлена мемориальная доска и вложена капсула с обращением выпускников школы 2004 года к выпускникам 2030 года. Принято обращение к руководству района и села сохранить здание школы номер 2 как памятник местного значения и школе номер 2 вернуть прежний номер 1. Проведены торжества 20 мая 2013 года, посвященные 130-летнему юбилею патриарха профессиональной культуры и литературы Дагестана Тимирбулату Бийбулатову. Во всех школах царила атмосфера, посвященная юбиляру. 15 мая 2010 года состоялся митинг, посвященный памяти патриарха профессионального дагестанского искусства и литературы Тимирбулату Бийбулатову. В Бетауле, на месте, где стоял его дом, установлена памятная доска. Состоялись встречи с его близкими родственниками. Юбилейный торжественный вечер состоялся во Дворце культуры с приглашением и участием представителей ведущих коллективов, мастеров сценического искусства. Было принято обращение к руководству республики об увековечении памяти Тимирбулата Бийбулатова. В 2008 году по инициативе и настоятельному старанию Мустафаева музей приступил к созданию своих разделов экспозиции под открытым небом. В результате его убедительной просьбы руководство колхоза передало свой объект наглядной агитации в центре села, филиалу музея, который состоял из 5 металлических разделов под шиферной крышей, где был создан раздел музея «Славные сыны Казанища». С пониманием отнеслись к его призыву и руководители 5 школ села, каждый из которых оформил порученный ему раздел, израсходовав необходимую сумму денег. Создан раздел под открытым небом, увековечим память для потомков, посажены деревья. Вся эта работа, вся эта деятельность осуществлялась параллельно с работой в музее по личной инициативе Мустафаева ради будущего своей малой родины. Кроме того, с 2005 года активистами музея Муртазалиевым Атагиши и Магомедовым Даниялом проводятся работы по археологическому исследованию памятников, расположенных вокруг селений Нижнее и Верхнее Казанище, в том числе и небезызвестный Бураган-юрт. Археологическим разделом по поручению Мустафаева руководит научный сотрудник ДГОМ Муртазалиев Атагиши Магомедович. Ведутся поисковые работы, найдены захоронения скифских времен. Эти экспонаты представлены сотрудникам ДГОМ для научного описания и последующей установки в экспозиции музея. Создана инициативная группа патриотов сел Нижнее Казанище и Кафыр-Кумух по созданию музея под открытым небом, селения Кафыр-Кумух, дореволюционный период. Установлено панно на баннере с краткой исторической справкой, которая извещает: на этом месте размещался дворец, резиденция дагестанских шамхалов. В Аркасе поднят забытый пласт истории села в период Средневековья, 1395 год, нашествие Тамерлана на оба села Аркас, бывшие села Верхнее и Нижнее Казанище, и проявленный гражданский подвиг жителей этих сел. Характерно отметить, когда женщины 5 дней, переодевшись в мужскую одежду, сражались с войском захватчиков. Сыны Бетаула. Такой раздел музея под открытым небом посвящен выдающимся личностям села. В частности, одна из его тем – кузня-меч, где отмечаются благотворители села, благотворительная деятельность предков, не забытая их потомками. К сожалению,
Сегодня мы не можем полностью осветить и показать все задуманное Мустафаевым по возрождению истории не только Казанища, но и Республики Дагестан по Буйнакскому району. В социальной сети Facebook имеется официальная страница музея, а также можете посмотреть видеоматериалы на канале проект Атакумух Тарих Казанищ. Сегодня с нами работает проектная студия Байтерек под руководством Айнутдина Гаджисултанова. Текст читала Мусаева Абидат Халиковна. Дорогие коллеги, дорогие земляки, друзья, родственники, я хочу поздравить вас с таким большим, значительным юбилеем, с первым таким юбилеем нашего уже известного краеведческого музея. Сегодня музейное дело во всем мире переживает особый подъем, потому что через музей мы воспитываем человека. А в Дагестане, и тем более для кумыков, музейное дело является вдвойне и втройне, я вот это хочу подчеркнуть, важным. Почему? Потому что все эти годы, которые мы прожили прошлого века, даже еще больше, чем столетия, нас, кумыков, вообще дагестанцев всех, отлучали от нашей истории, от нашей культуры. Видите, вот даже мы свободно говорить по-русски не все можем. Хотя стараемся, но так свободно, чтобы красиво говорить, не всегда получается, и вынуждены говорить на другом языке. Так вот, мы, благодаря развитию музейного дела, благодаря таким энтузиастам, о которых здесь говорилось, в первую очередь Али Мустафаев, мы возрождаем нашу культуру, возрождаем нашу историю, любовь к этой истории нашей, к нашему языку. И это самое главное дело, я считаю, сегодня для нашей культуры. Самое важное дело – очнуться от того беспамятства, которое было на протяжении более чем 100 лет. Конечно, то, что делалось в свое время огромной идеологической машиной всей страны, когда строилось по подобию определенным лекалам, воспитывалось, идеологическим лекалам воспитывался человек в отрыве от своей родной стихии. Сегодня очень трудно в одиночку исправить. И поэтому государство пока еще недостаточно сорганизовалось, тем более у нас в Дагестане, где еще сильны эти пережитки старого, наслаиваются на все то новое внешнее, по сути, еще во многом старое. Поэтому очень трудно нам в одиночку пробиваться к сознанию человека, пока воспитать его настоящим патриотом. Но вот такие люди, как Али Мустафаев, как наши коллеги, музейщики, я считаю, самое главное, самое важное дело делают. То, что возвращают нас к своим корням, к своим истокам. И я не буду долго говорить, вы все здесь работники этого фронта, культурного, идеологического, и понимаете значение вот того, что, о чем мы сейчас говорим, что мы показываем на экране. Я просто хочу пожелать, во-первых, Али, вам огромного, доброго здоровья, чтобы вы продолжали свою работу. Я желаю вам настоящих преданных преемников, которые вы, я знаю, что вы воспитываете вокруг себя эту плеяду молодых, которые продолжают ваше дело и помогают, и продолжают ваше дело. Вот желаю вам преданности в ваших начинаниях, вашим молодым. И желаю в Хуржинах вам побольше денег, потому что знаю, что государство сегодня ни нас, ни вас, как положено, должным образом никак не обеспечивает финансово. И вот мы сегодня тоже еще раз видели, что вы, продолжая добрые традиции меценатства, в том числе и Тамерлата Бейбулатова, нашего незабвенного земляка, который в свое время на развитие театрального, его любимого детища театрального дела, в свое время все свое имущество продал. Он мой родственник, и мне отец рассказывал, что он даже свой фаэтон продал для того, чтобы поддерживать вот это общество мусульман Дагестана,
чтобы поддерживать материально его. И вот вы продолжаете эти все добрые традиции меценатские, отдавая всего себя, и материально себя отдавая этому делу. Поэтому нам всем он пример, наш дорогой Али, и желаю всем тоже идти вот по стопам таких, я и не побоюсь сказать, выдающихся людей. Большое спасибо вам. Поздравляем директора школы искусства Асия. Мен бүгін ұлама сүйемін. Мен мұнан бүйікше барымызда работаның Центр культураның атынан. Озотта бізден Центр культураны başımızdan Rukiye Ahmet'den bugün gelip olmadı. Pek uzun işleri olup Makçıkalı'ya gelip aldık. Şu anda atından, barımızda kultura bulunan atından biz uklama basıyoruz. Ali Sultan Geleyeviş'ine. Kazanışta гражданин, почетный гражданин Нижнего Казанища деген şonu грамотасы була уклама сүйемін. Хасурайларымызда birinci oldu. Şu adını davnodanna kazanmağa yerebege tarihleri bizim Ali Sultan Geleyeviş'e. No, наконец-то şu adını at verildi. Biz Barakalı bildirmeye suyarız. Ali Sultan Geleyeviş bek kastedip, bek yavuşluk delekli, bek dabibat sedip, aytkanı da bolan, aytkan ettirip de bolan, şolay bajarlı olup bizim Ali Sultan Geleyeviş barra, suyune bizim yaşlarımız şu tarihini unutmayın. Şu müzeylerdeki barda şu ıspanaklar, bizde kazanışta kopulu müzeylerde yoksaklar da var bizim kazanışta. Bizim kazanışımız müzeyi tıdılıp doğulan. Şu благодаря Ali Sultan Geleyeviç'e, şu cazaklı cihip olmağa da o hüner tanık. Aytkan ettirip bilmegele, degebeleyim. Şolay bir daha gelen Центр культура атынан бүгінгі байрамымыз болған почетный гражданин Казанища Ali Sultan Geleyeviş'le uğrama sönüm. Şoğundan bir yılda yılda koyalım dedesini yesin. Balkonuma gelip bana okur için deniz evi bekler ki onu diklenir. Vatan bulan gelgene gelgem uçuyor. Öyle kaldı kop sıralar yüklenir. Vatan bulan gelgene gelgem uçuyor. Öyle kaldı kop sıralar yüklenir. Ayda kayda kaldım asıl kuşum kayda yüreğim seni izler. Aynen ayaktır çiçeğe açkan ömrü gözlerim seni izler. Ayda kayda kaldım asıl kuşum kayda yüreğim seni izler. Aynen ayaktır çiçeğe açkan ömrü gözlerim seni izler. Uçtu kuydu birbirinden ayrıldı. Yaşalıkka başka biri usayladı. Allah bu beni gözümü bulsa. Şu yaşkiliği gurçini aylanır. Allah bu beni gözümü bulsa. Şu yaşkiliği gurçini aylanır. Ayda kayda kaldım asıl kuşum kayda yüreğim seni izler. Aynen ayaktır çiçeğe açkan ömrü
gözleri. Ayda gayda kıldım hasıl kuşum gayda, yüreğim seni izler. Aylan ayaktırır çiçeğe açkan bürülü, gözlerim seni gözler. Kuşum gayra, yüreğim seni izler. Aylan ayaktırır çiçeğe açkan bürülü, gözlerim seni gözler. Ayda gayda kıldım hasıl kuşum gayda, yüreğim seni izler. Aylan ayaktırır çiçeğe açkan bürülü, gözlerim seni gözler. С нами вместе сегодня на нашем торжестве находится представитель истинной интеллигенции Дагестана, главный художник Кумыкского театра Баматов Наби Абдулаевич. Очень хотели бы вас послушать. Aziz değerli Kursavol'dan, Lapta, Yuvuk, kurdaşlarım, kardeşlerim, bugün seni cemiyet çalışıcısı sayalı seni bugün gördük, kinonun, müzeylerini, barını. Şuraya aktarıcılar, cemiyet çalışıcı yurtlarda olsa, o yurtlu bayılır. Siz etken müzeyi, onun eşiklerini aytıp tatırar. Çok kıyım tokup, çalışıp etken müze şu. Ne bileyim birinci başlama zamanımızda nece kere tiyatroya gelip kazançlı aktörlerini suratlarını alıp ne gözümle şuna hayal edip siz şunu ildik istiyor kazançlı Ali'sin bir gazeteliyiz yine yazılan kazançtan çıkan canlı şiirdir. Muhammed canlı şiir, Ali Bekullah, Temurmurat Beybulatov. Şoları siz her türlü çakırıp kapızlarınızda şolar bizim alimlerimizin, çok iyi kompozitörümüz siz eski salasınız. Hani bugün şu Hızır'ı, şu zalda tezgah tiyatro olan, şu da bizim eskilerimizde var. Bugün bu gördük şu zalına, şunu tezden görmeye dedik. Şundan başkaları birinci konuk tiyatrının artistleri. Emir Polat, Beybulat'ın yolbaşçılığı olan. Emir Polat, rejisörlerdir, kompozitörler. Bu saat onu operni horun, bu saatte de yırlayın. O pek başarılı, pek inteligentli, o zamanla böyle zat aktörde, rejisörde, dramaturgda var da yakından anlamı var, belgeli alınır. Hani şu sizin başlıklı aynalarınızla uzakta size sağlık da versin, uzak onur da versin ya. Siz bir başlıklı aylar etegen muradınızla yaşamaya çalışırsınız her zaman. Şu tiyatroda gelip esmine varsınız, ısmarlık etmişsiniz. Müzeye ortakçılık etkilerini Marmar Taşı'na yazma suyumuz familyalarda şunu para yerine zakaz bilgin mi? Şurada para farı degenine etkilerine girdi. Ve paranın Uklu taş formasındaki yazılarının yazısını görmeyeceklikte aykırı etkilerine girdi. Ali Zakariya'ya şu ilerletmem bizge umletip sağlamak için dedi. Şöyle gelingen müzeyini aldığına. Bu kuyuya siz her kilo aparat bildik. Siz etken iş kazanışta unutulmayacak. Yaşta sayalı da gelegen bilsin yaşta necip. Biz halep üstad şöyle cemiyetçi iş yürümesi
gelecekte yaşlarda bilmeyecek şunu. Siz etigen iş buluyuz. Ne söylemiş onu halk bilgeni de. Son bir daha Ali Zakarya'yı ben aytmalıyım sizge. Şu tezde sizge atlı bir tarafında. İnce saniyenin aytılan çalışıyoruz. Hatta siz tezde layıklısı şu var. Şu at verilmek için şu rayonda bir kağıt alsanız algazatı getirir yolları. Şunu hayır değilsin. Şundan oturmalarına trimesiyelim. O yüzden ailemize siz uçalım şu kağıttan alınız. Şahara yetiştirseniz şu iş yaşama başlaydı. Umut ederim. Kopsan ailesinin herkesin kopsan ait olabilen bugün şu gidecek kampanyada sizin eski gelen halklar bir takımda yarışı dağla koyup gelme taraflarında bizim inteligensiye bunu salak gelip olmadı o birisi zaten bölgeli o sistem başka o küs olup kaldı. Salaktığımıza getirip aldık o kaç bilgi Kamalettin bize arkadı şunu. Kopsa o barakalı sağ sağlıklarına bu ahli bizge yaşlarımızla mutluluklarımızla varlığı kopsa o. Слово предоставляю Мамаду Арсланбек, представитель Тухума Аучмамбаба. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Barakalloh bizga bergan so'zga. Я хочу сказать по-русски, здесь, по-моему, сидят наши гости из других районов. Надеюсь, они меня поймут, если я говорю по-русски. А я у yoldaşlar, birinçiyle ben alakayla bizim kumkuamda bulunması yemin, arkadaşlarımla bugün şu bizim arkadaşlar açılan müzeye 10 yıl bitegen sebep var. Şu müze hali olunca şu müze açılmayı kurban etti. Şkolana, benim konu şkolana İslamicesi kabinetinde bir müşüne var edebilir. Belki esmanı var. Şolada yaşayan Arap şu zamandan beri. Arap damağı çıkıyor. Yani ne güzel var derdi. İstetki alaman dedi. Alakalı barakallah şunu gelip vatandaşlara çoğu bu müzeye açıp vatandaşlara ayrı bir şekilde hani şu müzeyde bizim de var ortakçılarımız müzeyde bu yerler sektorumuz var dedi. Alakay bize tarih konusunda ya Abdurrahman Asım'ı şöyle tarihte bize gelip alıyor. Biz de şöyle bir zamanlarda arkası ettik. O zaman köpek eti yürüyendik. Şu müzeyde bizim atamız da var. Çocuk eti şehri. Atamız Mustafa şehri. Arabaları, sahabaları, dağın köşkü, verdiği filizatı var. Hani Alakay'ın Allah sağlık versin. Alakay'ın kömeği bulan, bizim de ortakçılığımız bulan, Betavul'dan da ortakçılığı bulan, bizim atamız işleyen boyakta, atamız soğan yerinde, şunlar müze var, Akıtı Nevrim'de müze açıldı. Rullatalarımız, atamız var da şu ağaç işini, temel işini, son doktorluk işini etip gelgen sayarlar. Şunu aktarıp, eskerip, hani komşunun acarını öyle diyor. Alakay şu işini etip, şu müzeyi de açıldı. Onu da nasıl gördük, ekranda gösterdi. Ağabeyim, anneye. Daha da bir küçüğesi, Mehmet Söyleler, Zahmetçenler. Hani şu zalda göresin, boş stullar var. Şu zal tığı dolu tarafı değil. Kazanışlı inteligensiyası, yurtta yaşayan, maşallah yaşayan. Siz hani bu aytmalardan tınlarsınız, bu içinizden görürsünüz. Sizge geçeceğiz şu Zahmetçenler. Şuraya mereniyat ya, şuraya yakşı kişiye olan zamanlar bir az boşluğu yarayın. Nece ayı verecekler ki, köy geçimi. Siz bana ayı vermek ki, biraz boş olsanız, halkınız oktum olur. Sizin onunla, siz de oktum olur, sizin halkınız onunla. Sonra onun bana ayıtı olur. Adam özünü gerçek üstüncası bilmeyiyorsa, adam любой nasiye başka onu tepekmeyi var. Şunu geleceğe kadar ayıtı olur. Şu yerinde özünüz Allah getirip, şunu biz ölüşümüz artık. Ne getirir? Bizim atalarımız, analarımız, bu atalar herkese unutacak. Biz diye son yaşayan bizi unutmayın. Ona gelecek yok. Şu tüyüzler, şu aytımazlar. Şu yerini eskedik, şu
beyni unutmayın, bizge yaşama nasip olsun yanıma. Alağa bize sizge barakallah. Şulay Ali Şirketi'ye siyahlar, sizge uzak ömür, Allah da sağlık versin, barakallah. С нами вместе сидит, радуется нашему мероприятию человек, который очень долгое время знает, работает вместе в содружестве. Человек, который, я думаю, хотел бы сейчас выступить и думает, почему же мне не дают слова. Это Магомед Махлаев, который вот встал уже сам, который отдал всю свою энергию, работу лесному хозяйству. Ассаламу алейкум, казанический джамаат. Я знаю Мустафаева Али Султангеевича с 82 года. Бухгалтером лесхоза материальную услугу работаю я и кассиром параллельно. Я знаю его, он работал в лесхозе от обедчика до директора. На всех должностях он показал себя честным, добросовестным, смелым, мужественным человеком и наставником молодых поколений. Сегодня по его инициативе, которые ушли учиться, отправили институт учиться, работает главным лесничим и директором в данный момент лесхоза люди. И один умер, много чего Абдурам. Тоже работал директором, когда он, вот это 3 человека отправил он учиться в институт. Он, когда работал, очень много хороших показательных вещей делал. Связанные со мной тоже я приведу 2-3 примера. Я всегда с малых лет ходил в джума, мечеть, молиться. Когда работал в лесхозе, там люди разные, оказывается, жаловались на меня, что я в джума хожу. Это было коммунистическое время, 85 до 89 года. Понедельник у него характер был, как на работу, когда придет, сразу обходил он территорию. И после этого я тоже вот такое дело, когда был, я немножко раньше пришел на работу и встретил, он говорит, зайди ко мне в кабинет. Зашел, я действительно боялся бухгалтером уходить, от бухгалтера уходить, кто хочет. Я зашел к нему, он говорит, в пятницу ты где был? Я говорю, джума ходил. Кто разрешил? Никто не разрешил. Я сказал ему, если вы не разрешаете, я напишу заявление, уйду, больше выхода у меня нет, я джума от меня оставляю. Он вот так показывал свой нос, вот так, скажи, если министр придет, скажи, что Мустафаев Али Султангеевич разрешил, что выходить джума. Я радовался и лично на работу пошел. Второй случай, он зашел в бухгалтерию и говорит главному бухгалтеру говорит ему, один жалобщик был на него, ему был выделен вагон деревянный. Я отнимаю от него вагон.
калмыцкий народ, средний казанический и так далее, он очень, вот такие хорошие люди, Абу-Субхан Акаева, такие люди, чтобы впереди выступал и создал музей. Это только непростая вещь. Когда он выбирал депутатом, 25 лет я его фотографию сохранил дома. Я его очень уважаю. У меня с ним споры тоже был. Это вещь я не расскажу здесь, как своего сына только он был мне и уважал меня. Поэтому очень баркала ему и все его семья, его жена тоже моя учительница тоже был техником. И его тоже дай Бог здоровья, баркала всем. Участник группы патриотов Тюменского района. Селение Нижнее Казанище и Alakalı bir sözümüzün alakalı var. Yalnız bağlanışlar değil. Kapı da usta başına alıp bizim başımıza düşüp alakayı tutmak işler adamlar köprü alakalı bilir. Ve geleceğiz şu hani gelecek nasılığa onu tarihine. Unutmalı ana eski almalı. O yüzden bak bunda ne bu var, hep soruyorlar. Hani şu an bağırını yağmurdan düşünebilirim. Eski saldırıp gelecek bana şu terbiye almak için gelecek nasılın ana dilin vatanına faydası olsun için çok hayat işletirler. Şu ziyaret alakalı barakallah dağda çok adamlar konuşar Allah'a bir yalnız var. Önümüzde durup sinek kampıyla bağırlarını yaşamak olmalı. Barakallah Allah razı olsun. Mustafa Araduhu, Baydeli. Eşitmeymen seni yılı sözlerin Gözalımdan taydırmağa bolmayman Seni mağa karatakan gözlerin Gözalımdan hey taydırmağa bolmayman Seni mağa karatakan gözlerin Göz aldımdan hey taydırmağa bolmayman Seni mağa karatan gözlerim Ayamadım şonca asıl gözleri Geçe güller daimini izleyen Aldın beni kıdıran senedin Halim usta benim seni izleyen Aldın beni hey kıdıran senedin Halim usta benim seni izleyen Alır beni hey Kırdılar senedin Hali bu samimiz seni izleyen
ayda karayı karşımda. Aldın yemek ondan lezzeti almayman. Sen olsan da benden ayrı yaşama. Ama ben ki sensiz yaşap olmayman. Sen olsan da hey benden ayrı yaşama. Ama ben ki sensiz yaşap olmayman. Sen olsan da hey benden ayrı yaşama. Ama ben ki sensiz yaşap olmayman. Sen olsan da hey benden ayrı yaşama. Ama ben ki sensiz yaşap olmayman. Sen olsan da hey benden ayrı yaşama. Ama ben ki sensiz yaşap olmayman. Ama ben ki sensiz yaşap olmayman. Baykamanın aziz Allah, şunu kızılı bişkeni, şerbetleri başka tuğur, pişip yerine düşkeni. İzle seni yüreğim, seninle çikoleyim, seninle çikoleyim. Kızaran şunu yemek, yayaklarım o beyim, yayaklarım o beyim. İzle seni yüreğim, seninle çikoleyim, seninle çikoleyim. Kızaran çumlu yemek, yayaklarım oleyim, yayaklarım oleyim. Pişip düşken çum yemin, yayakların o beyin. Toltu kuştan suyunu bıçağımla göreyim. İzle seni yüreğim, seninle çikoleyim, seninle çikoleyim. Kızaran çumlu yemin, yayaklarım o beyin, yayaklarım o beyin. İzle seni yüreğim, seninle çikoleyim, seninle çikoleyim. Kızaran çumlu yemin, yayaklarım oleyim, yayaklarım oleyim. İzle seni yüreğim, seninle çikoleyim, seninle çikoleyim. Kızaran çumlu